Здравствуйте, дорогие подписчики, здравствуйте, зрители. Сегодня у нас интервью с творческим человеком, скульптором, художником, и я по секрету скажу, и поэтом, и писателем, но просто мы не знаем об этом творчестве, потому что он его скрывает. У нас в гостях Евгений Петрович Шишков, академик Международной академии творчества, член Творческого союза художников России и Международного союза художников. Встречайте, Евгений Петрович Шишков. Сегодня у нас интересная беседа о творчестве, об истории, о музыке. И, конечно, эта встреча приурочена к большой дате, к 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля. У меня, конечно, есть такой основной вопрос к вашему творчеству. То есть вопросов очень много, потому что я знаю о вас очень мало. Я еще раз скажу, о вас практически ничего нет в интернете. Но как представитель штаба «Татар Москвы» мне, конечно, интересна история создания памятника Мусе Джалилю. Памятников в стране много Мусе Джалилю, да, и они все достаточно разные. Какие-то я сочла бы довольно аскетичными в плане эмоциональном каком-то, да. Один памятник мне показался очень как раз вот на разрыв какой-то вот такой эмоциональный. А ваш памятник, он спокоен, с одной стороны, по настроению, и взволнован по какому-то вот внутреннему содержанию, которое передается через этот памятник. Вы выбрали образ с книгой, да, с записной книжкой. Правильно я понимаю, да? То есть нигде больше тема книги и тема именно литературного творчества не затронута. Такая идея, она пришла вам сама по себе, или, опять же, это пришло через общение вот с дочерью Мусы Джалиля, через вот ваше понимание, что такое творчество и личность? Как? Почему такой образ? Образ был готов, уже отнимали, но меня с самого начала предупредили, что это будет лишь тогда он одобрен и все, и принят, когда весь, так сказать, памятник, эскиз посмотрит кто-то из родственников. Это очень, так сказать, напрягает. Напрягает, да. Напрягает, очень напрягает, потому что родственников я не знаю. Это все. И, во-первых, все это, весь этот образ, там еще были, не один я предлагал, там были несколько скульпторов, но выбрали мой эскиз. Это, во-первых, что вот он в таком вот именно виде, как он представлен, и он мне был очень симпатичен, что он очень талантлив, очень много занимался чисто изобразительным искусством. Многие там проекты у него были интересные, просто замечательные. Они были современные, очень современные. И какие-то темы, они были очень, так сказать, продвинутые. Вот. И он, это, судя по всему, по всем этим, да, он был очень собранный, очень дисциплинированный, очень обязательный. И это все, если талант не будет такой собранный и не будет обязательным, он просто распадается и превращается в ничто. Это то есть одного таланта недостаточно, чтобы, собственно, нет, одного таланта. Сделать, да. Он совершенно, его личностные вот эти дисциплинирующие. Потому что вот изображать здесь, тем более, такой человек оказался в плену, и я думаю, как вообще чисто внешне это. Поэтому вот само это сделать, представить его в шинели, в этой форме, хотя это уже он не подтянутый, не, так сказать, не по уставу, там, ни ремня, ни портупеи, но эмблема еще есть, но что-то произошло, и вот это вот оно
все время такое вот, так сказать, подчеркивает его собранность внутреннюю целеустремленность, которую он сразу решил в какой-то ситуации психологической, которая на него подействовала, все. Это записная книжка, я даже хотел туда и внести арабскую вязь, потому что он писал там маленько, он знал все, Да, он потому что я даже взял это ксерокопии всех этих вот вещей, которые относились к нему, хотя, ну, там, так сказать, решили не употреблять это. Заказчиком являлась директор школы. Лема Исхаковна. Вот. Ей вот, в целом ей понравилось, а вот это, так сказать, личико, это черты характера, ну, в конце концов, я все-таки сделал, которые сказали все. Вот, и вот, похож. Да. Приехала директор школы Лема Исхаковна и привезла Чулпан-Муси. Вот она уже к вечеру, вот она посмотрела все это и сказала: мне это ваш памятник больше нравится, чем в Казани. Ну, лично не от того, что там все это памятник, это в Казани прекрасный, но мне лично, это я могу сказать, почему это, мне не нравится колючая проволока и вот это. И нельзя, человек в каком состоянии было, и это, его стихи останутся всегда свободны, они будут все время являться достоянием, а колючая проволока это чисто, ну, сиюминутное, которое, ну, может длиться, но дух свободы, которым человек питается, его нельзя. Поэтому я решил без всяких таких вот этих ярких художественных таких атрибутики, она немножечко уже и ходульная. Ну, я думал, я решил его свести к определенной простоте и сделать это проще форму. И на одной стороне у меня это на русском языке стихи Мусы Джалиля, а на втором по-татарски. А почему цветочек под звездой героя? Это у них там было как раз это, оно такое, как заветное слово, и это ромашка, и это вот у них там это бытовало среди этого нелегального. Так что это все к месту. Абсолютно, да. Все вещи к месту. Предистал это окружает. Я взял специально, смотрел все татарские орнаменты, и мне очень это понравилось. Он, в общем-то, идет объединяющий такой народа. У греков это меандр, а вот у татар именно вот такое вот это он здесь многое чего говорит, и мне это очень понравилось, что это как-то объединяющие все вот эти вот, так сказать, народные вещи. Я не потому, что я сейчас беру у вас интервью, а объективно совершенно просмотрев все памятники, которые есть Мусе Джалилю, мне действительно тоже близок именно вот такой его образ, ну, потому что, как вот вы уже упомянули, в Казани там колючая проволока, это очень экспрессивно, и это действительно, это некий период жизни короткий, да, который был у человека. И все-таки он не узник прежде всего, а певец свободы, да, и он именно творческая личность и литературный, в общем-то, гений в татарской литературе и в советской литературе. И я читала тоже, что он очень увлекался рисованием. Да, там много у него было всяких очень планов. Я очень сожалею, что ему не удалось это все сделать. Претворить это все в жизнь. В целом у него очень прекрасно и по композиции, и по замыслам, и
Несмотря на то, что образование свое школьное до старших, там, практически до старшего возраста, у него было теологическое образование, и он учился в медресе прежде всего, и арабский, и так далее, но все-таки решил, что... Это широта знаний. Да, это именно широта знаний, которая обогащала его творческую натуру, то есть и дальше он отошел уже от теологии и пошел в творчество, у него и рисование, и пение, и стихосложение, да? Все выдающиеся, так сказать, люди Востока без медресе не обходились. Да, и это, скорее всего, тоже вот такая хорошая база. И на Кавказе тоже. И на Кавказе тоже не обходились. Там и Сталин тоже учился в семинарии. Вообще, да, действительно. Действительно, очень много известных личностей прошли этот путь религиозного образования. И писал стихи хорошие. Да? Да. Вот этого я не знала. Да. Этого я не знала. Для меня было удивлением, что Муса Джалиль увлекался пением, то есть это вот для нас совершенно не сохранилось никак. Хорошо, что сохранилось какая-то ничего, да, то есть таких не было возможностей, да, сохранить, но хотя бы сохранилось его живописное какое-то творчество, это уже здорово. Вы не только скульптор, вы художник, вы живописец, у вас есть полотна, да, вы много писали. Что-то для вас первично, вторично, или это два направления, которые для вас равноценно дороги, равноценно интересны? Это вообще для меня всегда, это я восхищаюсь эпохой Ренессанса в Италии, поэтому, когда человек это во многих вещах много чего делает и стремится, да и вообще всегда художники, они когда у них и направление, да, они просто вот это в одном, а остальное я не знаю. Ну да, что-то открыть там и что-то сделать в каждой области, которая тебе очень нравится. Евгений Петрович, когда вам предлагается какой-то заказ сделать бюст, памятник, барельеф определенного человека, вы к любому заказу относитесь просто как к работе, то есть вот мне заказали, я скульптор, я профессионал, я это делаю, или вы прежде всего соотносите это со своим личным отношением к этому человеку, к этой личности, своим эмоциям по отношению к этой личности. Что диктует ответ «да» или «нет», когда вам делают какой-то заказ? Ну, мы сразу вернемся к памятнику Мусы Джалиля. Отец был военный, и, так сказать, о войне я много читал. Тем более Муса Джалиль, это было уже, так сказать, все, и сам читал его стихи, и все, это как-то было близко. Я был, это, в общем-то, сразу ответил, что мне это интересно. Интересно чисто его биография как человека, и все. Я с детства ходил в тюбетейки. Правда? Да. Почему? Тюбетейки. Ну, мне нравилась тюбетейка. Игорь Тальков. Почему вам интересна его личность? То есть, что вас трогает в его творчестве? И это отношение к творчеству, к человеку. Почему вы взялись за этот конкурс? Почему вы сделали этот бюст? Из каких соображений? То есть, из какого интереса? К творчеству, к песням, стихам, к личности? Это что продиктовало? Он выступает очень честно, прямо и очень искренне. Там в его песнях и в стихах нету фальши. Это, в общем-то, это эталон за откровенность. Всегда очень она симпатична. И ты ее принимаешь или нет. То есть вы уважаете творчество, уважаете его как личность и с удовольствием... Ну, здесь просто, так сказать, уважать это слишком мало. Просто, да, это мало. Восхищаетесь? Да, я полностью, для меня Тальков это все. Удивительно. Я знаю, что вы подарили музею бюст, да? Да. Подарили школе. Да, который был на выставках. Так сказать, много раз, так сказать, я отвез его в школу.
Как это, как это, как это ощущается внутренне, когда вы делаете такой дар месту, где этот человек провел какое-то время? То есть для вас это такое удовлетворение от собственного труда, это дарит вам ощущение счастья. Как вы для себя воспринимаете вот такие подарки от себя школе, семье, музею и так далее? То есть это просто часть жизни или это вот какое-то внутреннее для вас стремление подарить? Нет, это, в общем-то, главное должно быть в творчестве, что-то должно быть такое, которое объединяет людей без всяких этих вознаграждений. Без корысти. Да. То есть по-настоящему творческий человек – это всегда, наверное, человек, который готов свой дар отдать в дар, да? Так, наверное. Да. Расскажите, пожалуйста, о памятнике Достоевскому. Что в его личности вам было интересно? Место само по себе интересно, чисто в таком, и там события, которые интересные были, ну, и, так сказать, сама, это внешний вид, это Достоевского мне был близок. Вот. И все его, так сказать, его судьба непростая, и она как-то сближает. И очень хотелось это сделать, и то, что так вот эта историческая ситуация повернулась, я очень рад, что мне удалось это сделать. Да, я вот глядя даже на памятник, вижу, что вот в лице вы практически передали то, что вы сейчас говорили, сложную судьбу и творчество. Ну, вот такая какая-то фигура получилась. С одной стороны, не тяжелая, но с другой стороны, какая-то отягощенная, ну, не легкостью бытия. Вот что-то такое мне видится, по крайней мере. Очень сложная фигура, очень это, но многие вещи, когда я читаю Достоевского, мне всегда почему-то приходит хорошее настроение. Там есть много чего интересного и конкретного, и тем более как-то все потаенные закоулки души, они как-то выходят более так это ярко и сочно написано, и объемно, которые, в общем-то, хочется как-то отметить. Ну, я что-то очень хотел, и это, в общем-то, сделал. Встречался с людьми, которым близок Достоевский. Это познакомился с Ильей Сергеевичем Глазуновым, который тоже много отдал в этой области, иллюстрировал. Получается, что когда вы берете на себя обязательство изваять памятник определенному человеку, писателю, музыканту, личности, вы все-таки делаете какой-то еще, находите людей, которые являются экспертами, да, там творчество, либо это родственники, которые знают близко. То есть вам нужно общение с внешним миром, вы не уходите в себя, не уходите в свой это угол, да, и то есть вообще. сам по себе делаете. То есть вы всегда расширяете, да, свой круг знаний об этом человеке. Я очень долгое время дружил с таким известным советским графиком, как Федор Денисович Константинов, который очень много посвятил в графике. Он и иллюстрировал Достоевского, и Лермонтова иллюстрировал. Такой видный академик. Вот я с ним очень много, так сказать, по этому поводу беседовал и все. И сам Константинов, он помог мне и, так сказать, это войти в мир музыки
когда нужно было найти определенных музыкантов. Здорово, то есть можно сказать, что, наверное, каждый творческий человек – это в каком-то смысле результат общения с учителями, да, которые вложили какие-то определенные основы в подход к творчеству, да? Нет, которые вообще сами интересно, так сказать, интерпретировали многие вещи. И есть определенные, так сказать, наработки творческие, притом не такие, а которого мирового масштаба, вот как Константинов. Вообще, наверное, художник, скульптор – это человек, который не только понимает, что такое живопись, свет и тень, смешение красок, палитры и так далее, да, вот материалы, из которых можно отлить памятник, но это, пожалуй, еще энциклопедические знания вот как раз и каких-то национальных особенностей, и культурных особенностей народов, времен, эпох, плюс литература, плюс живопись, которая до сегодняшнего дня, да, представлена в мировом, так скажем, в богатстве мирового достояния, да. Вы любите литературу, я в этом уверена. Без этого нельзя. Без этого нельзя. Пишете ли вы стихи? Писали ли вы какие-то прозаические произведения? Я, можно сказать, коплю людей Ренессанса. Вот для меня это как... Это любимое мое занятие в жизни – встречать людей Ренессанса в наши дни. Поэтому вот вы мне интересны тоже как человек Ренессанса. Я уверена, что вы пробовали как-то вот на вкус литературное творчество. Если не будете скрывать, может быть, мы что-то об этом узнаем. Ну, а что скрывать? Писал и буду писать. Отлично. Но здесь есть одно такое но, немножко негативное. Я ничего не смогла найти из того, что вы написали. Вы нигде никак не представлены в интернете. Вы знаете, вот есть сайт proza.ru. Почему туда не разместить свои произведения? Нет, это не для этого. В свое время у меня были, так сказать, хорошие друзья. Они говорят, ну, это я показал, он был, говорит, давай в журнал напечатаем эти 15 стихов. Я говорю, нет, категорически нет. Почему? Ну, зачем? Ну, что значит зачем? Ну, вы пишете просто для себя? Ну, в общем, да. Если все завоюет цифра, рано или поздно все это. Правда, цифру можно легко выключить. При желании, да. Да. Главное, чтобы это желание возникло, чтобы были ресурсы какие-то внутренние остались и способность это выключить. Я видела экземпляр 40-х годов, прям начало 40-х, вот настоящий экземпляр беспроводного телефона в коллекции одного коллекционера. У нас в Удмуртии, в Сарапуле есть такой замечательный коллекционер, он сам инженер, вот, очень интересующийся автомобилями, собрал ретро-автомобили, все их сам ремонтирует, и в том числе собирает очень много артефактов военных, и у него есть до сих пор работающий вариант беспроводного телефона, которым пользовались на войне. Наш. Ну, вот. Это вообще очень интересно. Я очень часто задаю себе вопрос, глядя на то, что происходит сейчас. То есть была война, тяжелейшее время, страшнейшее время, просто не дай бог его еще пережить будущим поколениям или нашему. И при этом вся страна работала, все заводы, их перемещали, они работали, ковали победу. Сейчас ничего не происходит. Наоборот, все умирает. При том, что есть все условия для того, чтобы как раз развиваться, делать что-то невероятное и большое, интересное, и вырываться вперед планеты всей. Но все наоборот происходит. Вот так, Лилия, есть грустная какая-то картина совершенно. Ну, понятно, вы как раз мне, так сказать, навели на мысль. Был такой фильм Говорухина «Ворошиловский стрелок». Там очень хорошо
Это как раз на гитаре это играет герой фильма «Замерло все здесь до рассвета». Где же рассвет? Ну, Придет? очень трудно понять. Придет? Говорят, все кружится быстрее, и все быстрее, но не знаю, как это быстрее, но фильм, конечно, гениальный. Фильм гениальный. Да. Сейчас какой у вас проект? Опять же, если это не тайна, потому что я знаю, что творческие люди не любят говорить о том, что делают сейчас. Сейчас это опять я хочу вернуться к Достоевскому. Так, это вы хотите вернуться к Достоевскому. А что делаете в данный момент? Какой проект? Ну, сейчас несколько проектов. Просто-напросто хотелось бы кое-что сделать, посвятить для музыки обязательно. Вот. Ну и тем более в этом году 200 лет Достоевского, у меня уже готов проект. Им заинтересовались, но я думаю, что что-то из него будет. Ой, дай бог, чтобы он воплотился. Это будет в нашем городе, здесь, в Москве, нашем. Может быть. Хотелось бы. Хотелось бы, да? Да. Я, конечно, хочу и музыкальную тему и перенести. Хотелось бы сделать и, так сказать, для Казани. Был такой, это наверняка Мусан Джалиль его и слышал, был такой Георгий Виноградов. Вот ему, в общем-то, где-то в конце прошлого, в начале этого века исполнилось 100 лет. Но сам это певец, он родился в Казани. Очень хорошая школа, очень интересен сам эти его вокальные данные, его репертуар шикарный такой. Предстоящее 115-летие Мусы Джалиля. Вы будете в школе, я знаю, что возле школы стоит памятник, у вас там будут какие-то мероприятия или в связи с санитарными условиями и прочей исторической, пока неразберихой сегодняшней, ничего? Да, пока и приглашений я не получал, а самостоятельно двигаться там есть вообще люди, которые самостоятельно приходить как-то неудобно. Да, ну мне директор школы, сегодняшний директор школы сказала, что из-за того, что все сложилось, как сложилось с прошлого года в обстановке, у них даже проблема провести конкурс чтецов. Да, потому что в школу так просто не зайдешь, и маски, и все на свете, в общем, как-то все непросто, к сожалению. Да. А вот скажите, пожалуйста, когда мы видим картину, она подписана, а здесь подписано, что вы автор памятника? Нигде на памятнике не написано? Ну, сзади там где-то есть. Да, да вот сзади Достоевского там внизу есть написано, моя подпись стоит. Автор и подпись, да? Ну, да, а здесь на пьедестале стоит автор и кто участвовал, эти строители. И все. Ясно. Ну, хотя бы так, но что в живописной работе ты всегда видишь там. Да, но бывает, что и в живописной это многие произведения живописные уходят без подписи. Ну, забыл подписать. Забыл, да. Очень хочется увидеть ваше творчество не на фотографиях, а вживую. Очень хочется, может быть, увидеть. Трудно. Почему? Может быть, сделать выставку? Нет, я вообще против этих всяких выставок. Так, Евгений Петрович против выставок, против какой-либо информации о себе. Вот говорит, пусть забудут. Ну так же нельзя. Ну, что не забылось, то и, значит, исторически так и должно быть. А что забылось, то и забылось. Евгений Петрович человек крайней степени скромности, я считаю. Да, она во всяком случае, она всегда играет такую не очень хорошую роль. Это не очень современно, но очень, я считаю, конечно, благородно. А благородство – это, пожалуй, и слово, и качество постепенно
уходящие куда-то в песок времен. Да, в никуда. В никуда. Да. Я В благодарю никуда. вас за эту беседу. Никуда. Спасибо, что вы принесли вот эти фотографии. Мы их сейчас обязательно покажем. Да, И- все уходит в никуда. Это грустная мысль, что все уходит в никуда. Все-таки пусть все уходит в память, пусть все уходит в память будущим поколениям, пусть они благодаря вашему творчеству помнят о людях, которые делали историю нашей страны, историю государства, историю людей, которые жили на этой территории.